Многие наши соотечественники, получив соответствующее медицинское образование, работают в престижных клиниках России. В сегодняшней программе мы расскажем вам об одной из них – пластическом хирурге Эке Гварамье. Эка Юрьевна родилась и выросла в Тхуарчале. После школы переехала жить в Санкт-Петербург. Там же получила высшее медицинское образование. Сегодня она трудится в частной клинике холдинга СМ Клиника и является топовым пластическим хирургом в своем городе. Из Тхуарчала в северную столицу России. От неизвестности до признания лучшей в своем деле. Каким был путь успеха хирурга Эки Гварамье? Об этом и поговорим. Также мы расскажем о клинике, в которой она работает, и узнаем, какие инновационные методы лечения внедрены в различных направлениях. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Я никогда не могла представить, что я вообще окажусь в другой стране. Нет близких, друзей. Моя борьба началась в военно-медицинской академии. Мужчины говорили, что это не женское место. Самые популярные такие запросы – это пластика век, мама-пластика. Частная клиника – это больше про скорость, качество и здоровье. Широкий спектр различных услуг в стационаре, например, так называемые чекапы. Новое малоинвазивное вмешательство, по сути, такая процедура одного дня, это резюм, паровая абляция предстательной железы. Однозначно, конечно, клиника должна иметь лицензию для проведения пластических операций. И Родина – это, конечно, все. Небо чистое над головой. Слава Богу, я очень счастлива. Эка Гварамье родилась в Тхуарчале в семье, которая не имела никакого отношения к медицине. И когда в 6 лет мама ее привела на медосмотр, и врач спросила ее, кем хочешь стать, она с уверенностью ответила – врачом. Возможно, когда я бегала в детстве на работу к тете, которая работала и до сих пор работает в Тхуарчальской больнице, я и приняла решение связать свою жизнь с медициной, делится с нами Эка. Окончив вторую школу в своем родном городе, ради будущего своей дочери родители приняли решение переехать на время ее учебы в Санкт-Петербург. И вот в 1998 году Гварамье поступила в медицинский институт в северной столице России. Любовь к хирургии проявилась на втором курсе. Тогда и пришло четкое осознание, что медицина – это ее призвание. Я никогда не могла представить, что я вообще окажусь в другой стране, когда нет близких, друзей, но настолько этот город и эта страна приняла. Санкт-Петербург – это мой второй родной город, это моя родина. И было тяжело эмоционально года 3-4, наверное. Учеба, она такая. Если у меня брат учился на юриста, он мог там проштудировать пару часов, прийти и сказать, что он все сдал, а ты тут сутками сидишь над анатомией, над многими вещами, и где-то было обидно, когда ты получал очень низкую оценку. Нюансы были, конечно. Вообще в медицине, я уже теперь всем говорю, что первые 3 года, если ты продержишься, то все, дальше пошло и поехало. В 2007 году Эка Гварамье поступила в ординатуру по специальности хирургия в военно-медицинскую академию имени Кирова. Затем год там же проработала. Она всегда любила эстетику, поэтому решила дарить людям красоту. С этой целью Эка прошла ординатуру и получила диплом пластического хирурга. Вообще хирургия традиционно считается мужской профессией. Она оставляет мало времени на семью, требует большой физической выносливости и выдержки. А эти качества многие считают не женскими. Но в последнее время появляется много женщин-хирургов, которые успешно совмещают семью и работу. Кто-то принимает, кто-то до сих пор ревностно относится. Такая вечная борьба. Но моя борьба началась в военно-медицинской академии, где мужчины говорили, что это не женское место, где работали полковники, подполковники, курсанты, я не знаю кто. И это вечное стремление «я вам покажу», оно давало мне двигаться дальше. Конечно, на сегодняшний день очень много женщин-хирургов, но я
можно сказать, из года в год, несмотря на то, что, да, я расту постоянно, я все равно ощущаю, да, ревностные отношения тоже есть. Это пусть меня простят коллеги-мужчины, но они считают, что это мужская профессия. Поэтому женщина в пластической хирургии, да и вообще в хирургии, она более, наверное, относится с таким трепетом, заботой к своему пациенту, потому что это немного другое. Да, послеоперационное ведение пациентов, оно требует не такого выхода, да, как ты прооперировал и ушел. Нет, вот мы пока тут с вами готовились, я уже раз 5 подошла к своей пациентке после вчерашней операции, вот, потому что нужно постоянное наблюдение, чтобы они чувствовали, что не просто пришли, сделали операцию, заплатили много денег, и доктор где-то ходит и гуляет. Это результат нашей работы, зависит от наблюдения. Мне один из моих учителей сказал, если пытаются бежать впереди тебя, значит ты впереди. Поэтому это дает некий такой стимул, когда ты понимаешь, что ты, наверное, где-то лучше. Да, может, это как-то так сейчас некрасиво звучит, да, но это постоянная борьба, к сожалению, она должна быть здоровой. Сегодня стаж работы доктора Гварами уже 20 лет. Она талантливый хирург, обладающий обширным оперативным опытом. Она проводит плановые и экстренные хирургические операции взрослым пациентам с патологиями различных органов и систем. Эко Гварами специализируется на коррекции различных дефектов внешности, в том числе связанных с врожденными заболеваниями, проводит разные виды эстетических операций, в числе которых мамопластика, блефаропластика, абдоминопластика, липосакция, липофилинг, подтяжка лица, пластика губ, отопластика и много других вмешательств, а также убирает возрастные изменения. С запросами приходят теперь уже последние 3-4 года и мужчины. Ну, конечно, это самые популярные такие запросы. Это пластика век, да, это мамопластика. Много нюансов. И сейчас очень популярна бариатрическая хирургия, да и много лет уже, когда пациенты после потери веса огромного, да, от 30 и даже до 70, к сожалению, без пластического вмешательства ничего невозможно сделать, да, эстетически. Кожа обратно уже не сокращается, и есть некий комплекс, да, особенно вот у меня недели 2 назад оперировала пациентку, которая 21 год, она похудела с помощью резекции желудка на 63 килограмма. Да, мы сейчас это поэтапно оперируем, да, это сейчас абдоминопластика, пластика живота, и уже там через полгода у нас будет грудь и бедра. Без здоровья в красоту попасть невозможно, потому что прежде чем получить ту или иную операцию, когда пациент приходит, он тщательно обследуется, да, он должен быть здоров, потому что операции бывают от часа и до 10 часов, да, когда это объемная операция, пациент должен быть здоров, потому что он идет на общий наркоз, и уже потом после выхода из наркоза и окончания операции у нас не должно быть никаких, да, осложнений, что связано с его здоровьем. Эко Гварами работала в лучших клиниках Санкт-Петербурга. Последние 7 лет она трудится в коллективе СМ-клиника, которая стала для нее семьей. СМ-клиника сегодня – это 33 клиники в 5 регионах России, одна из крупнейших частных сетей с головным офисом в Москве. По версии журнала Forbes, этот холдинг входит в 5 лучших клиник России. В Санкт-Петербурге находится 6 филиалов, из них самая большая – данная клиника на проспекте Дунайском. Это единственное частное лечебное учреждение в городе с большим стационаром, реанимацией и поликлиническим отделом. Здесь принимают врачи абсолютно всех специальностей. Отделение функциональной диагностики включает в себя МРТ, КТ, рентген, УЗИ-диагностику и электрокардиограмму. Одним словом, все, что необходимо для постановки диагноза пациенту. Частная клиника – это больше про скорость, качество и здоровье. То есть сюда приходят пациенты, которые хотят получить качественную услугу быстро и, в общем-то, по стандартам не очень дорого, по регламентам нашего города и города Москвы. Приоритетом СМ-клиники всегда являлась безопасность, поэтому, конечно, учитывая то, что у нас
полное оснащение клиники с совершенно современными методами оборудования. У нас полноценная реанимация, поэтому, конечно, здесь мы в приоритете, потому что безопасность – это наше все. И когда пациент переступает порог клиники, прежде всего это безопасность, и чтобы он ушел довольным и с выполненной качественной услугой. Ну, вот, в общем-то, в этом ракурсе стараемся работать. Ну, вы работаете с ОМС? У вас есть такая практика? СМ-клиника не работает с ОМС, СМ-клиника работает только с платными пациентами и с ДМС-пациентами. Но у нас есть некоторые договора, заключенные с, в общем-то, членами СВО, которые тоже обслуживаются у нас бесплатно. СМ-клинику на Дунайском возглавляет врач-невролог первой категории Кирилл Алмазов. Он обладает 10-летним опытом ведения неврологических пациентов, взрослых и беременных женщин в стационаре и амбулаторных условиях. Специализируется на купировании острого болевого синдрома в позвоночнике, суставах и головной боли. Наша цель – создать атмосферу, где пациент чувствует себя не клиентом, а человеком, о котором заботятся и которого слышат. Мы внимательно относимся к каждому пациенту, поэтому к подбору персонала относимся очень тщательно, говорит главврач. Понятное дело, что у нас есть большой офис, который руководит всеми клиниками, где есть отдел кадров, и проверяются все сертификаты на подлинность, чтобы все необходимые обучения у врача присутствовали. Но, тем не менее, первичный прием, первичное собеседование врача, оно проходит здесь, в кабинете главного врача. Поэтому, конечно, мы общаемся с кандидатом, очень тщательно подбираем. Нам важен опыт работы, нам важны отзывы пациентов, в том числе в интернете. И это, в общем-то, решающий фактор при беседе с кандидатом на трудоустройство в нашу клинику. А бывают у вас такие ситуации, когда пациенты недовольны? И вот как вот вы выстраиваете взаимоотношения вот с подобными пациентами? Ну, конечно же, не секрет. Из 550 человек, зашедших ежедневно в клинику, естественно, могут возникать какие-то конфликтные ситуации, недовольства. У меня есть целый штат администрации, есть такой специалист, который называется врач по клинико-экспертной работе. Каждую претензию пациента мы разбираем индивидуально. Всегда нам важна лояльность, чтобы пациент всегда оставался довольным, даже если какая-то претензия была. Мы всегда работаем, в общем-то, в целях пациента, для того, чтобы он остался доволен. Поэтому решаем вопрос всегда в его пользу. По статистике, в день в клинику с различными запросами приходят до 600 пациентов. В месяц принимают до 10 тысяч. Работает клиника с 9 утра до 6 вечера. У них своя лаборатория, где качественно и оперативно выполняются анализы. В стационаре 5 отделений, одно из них онкологическое. В этой клинике выполняют все виды хирургических вмешательств. Главный врач любезно согласился лично провести экскурсию для нашей съемочной группы и рассказал о работе основных отделений. 2 отделения – это компьютерная томография, а это МРТ. То есть здесь сидят 2 специалиста, которые описывают снимочки. Какое у вас здесь оборудование вы используете? Один из самых современных аппаратов. А компьютерный томограф у нас самый современный, поставили только буквально полгода назад. Компьютерный томограф – это вообще все очень быстро, это в рамках 5-7 минут. А МРТ головы сейчас делается за 15-20 минут. Поэтому рассчитывается время, пациент раздевается, переодевается, и на исследование отводится у нас в общем полчаса. Естественно, контрастные исследования, они проводятся дольше. У нас вводятся контрасты на КТ и на МРТ, стоят специальные шприцы, приходит медсестра, устанавливается катетер, и там уже, конечно, час отводится на исследование. Современный рентгенаппарат фирмы Siemens, проводятся все рентгенологические исследования, в том числе и контрастные с барием здесь проводятся. Тоже на исследование отводится полчаса. Поэтому пациенты могут записываться как с улицы, так могут наши врачи присылать пациентов, также из стационара сюда могут присылать пациентов.
Поэтому всегда запись полная, желающих много. Вот ценовая категория СМ-клиники вполне себе приемлемая. Мы, конечно же, рассчитаны на средний сегмент. У нас недорогая по городу клиника, у нас вполне себе приемлемые цены, доступные, поэтому, пожалуйста, всегда рады. Вот если приедет пациент из Абхазии, чем для него будет удобна ваша клиника? У нас есть очень широкий спектр различных услуг в стационаре, например, так называемые чекапы, когда практически за сутки пациент со скидкой может пройти все важные обследования и проверить полностью свой организм. От анализов крови до гастроколоноскопии, в том числе сделав МРТ, КТ, рентген и осмотр всех специалистов. Это можно сделать быстро, за сутки и вполне себе недорого. Забор крови у нас, во-первых, осуществляется практически круглосуточно, то есть с утра пациенты могут прийти, взять талончик и сдать кровь. Соответственно, в стационаре кровь берется круглосуточно. У нас своя лаборатория, это очень важно, поэтому у нас достаточно комфортные цены и быстро все делается. И удобные референсные значения для врачей, то есть они все это видят в системе, причем в системе видит не только Санкт-Петербург, но и Москва наши анализы, поэтому это очень удобно. У нас выполняются все анализы от генетических до клинического анализа крови, а здесь еще есть и срочная лаборатория, где анализ можно выполнить за 40 минут. У нас в клинике 4 кабинета УЗИ, все УЗИ экспертного класса, это лоджики, валлисоны, поэтому выполняется весь спектр УЗИ исследований, от УЗИ брюшной полости до УЗИ сосудов, головного мозга и нижних конечностей, поэтому всегда есть полная запись, всегда есть желающие попасть на УЗИ. УЗИ самый безвредный, один из самых информативных методов исследований. Ну и наш процедурный кабинет, в общем-то здесь у нас проходит лечение амбулаторные пациенты, капельницы, уколы, афферентные методики. У нас есть озонотерапия, ВЛОГ, АУФОГ, тоже очень важно для пациентов, которые болеют простудными заболеваниями. Очень комфортные условия, поэтому очень много места, и есть лежачие места, и в том числе и детишки здесь лечатся. Но сейчас это актуально, да? Сейчас сезон Очень гриппа. актуально, да, очень актуально. Много пациентов Посетителей сейчас? очень много, сейчас мы попали вот в такой момент, когда их не очень много, но тем не менее 3 медсестры, все всегда задействованы. В клинике есть отделение эндоскопии, где проводится гастроколоноскопия. Что важно, у нас практически все исследования проводятся под седацией. То есть пациент спит, комфортно проходит исследование, он сразу получает результаты исследования на руки, в том числе и анализы через какое-то время. Биопсия приходит. Здесь стоят современные эндоскопы, гастроскопы и бронхоскопия здесь выполняется. И, соответственно, наши звезды, врачи-эндоскописты. В клинике хорошо развито отделение урологии. Врач-уролог-андролог Дмитрий Журавский, который недавно вернулся с конференции в Омане, шутит, что у многих сложилось мнение, что уролог – это мужской доктор. Это не так, хотя чаще обращаются мужчины. Очень много патологий у женщин, отмечает он. Говоря в общем об урологических заболеваниях, специалист выделил топ-3 – мочекаменную болезнь, инфекцию мочевых путей и аденому простаты. Самая распространенная, конечно же, мочекаменная болезнь, которая является генетической, появляется вследствие нарушения метаболизма, считают специалисты, и советуют вести правильный образ жизни, делать КТ, чтобы знать о своих камнях. К сожалению, мы не можем лечить мочекаменную болезнь. Никто не умеет лечить это заболевание. То есть после удаления камня оно может еще появиться? Да, они рецидивируют. И статистика такая, что в течение 5 лет у 70% появляются новые камни или там новая почечная колика. Но те возможности, которыми мы обладаем на сегодняшний день, это малоинвазивные вмешательства в первую очередь. Это удаление камней через естественные мочевые пути, через уретру, через мочеточник, не повреждая ткани вообще. Это с помощью тонких, гибких инструментов под хорошим увеличением, хорошая оптика и применение мощных лазеров различных, которые можно раздробить даже крыловидный камень. Кроме того, мы используем перкутанный доступ, то через прокол поясницы, через так называемый мини-перк, когда маленький прокол, и убираем гигантские камни, которые заполняют всю чашечно-лоханочную систему там, за одну операцию. Но это, как говорится, костыль, потому что мы не можем вылечить причину пока, мы можем снизить риски появления новых камней, можем убрать все камни, которые есть,
даже там большие или маленькие, в почке, в мочеточнике, где угодно или в мочевом пузыре. Но мы не можем избавить человека от этой болезни. Гиперплазия предстательной железы – это гормонозависимое заболевание, распространенное среди мужчин. С возрастом снижается тестостерон, что и приводит к аденоме простаты. Поэтому врачи рекомендуют после 40 лет в 7 раз в год проходить медосмотр. К сожалению, никакой профилактики заболевания не существует. Однако мы можем замедлить этот процесс с помощью некоторых препаратов, ингибитор 5-альфа-редуктаза, но они вызывают побочные явления, они блокируют активно тестостерон, поэтому все симптомы андрогена дефицита, и мы такие препараты не рекомендуем молодым мужчинам, которые ведут активную половую жизнь, только пожилым, которым это уже не интересно. Что касается методик, которые мы активно рекомендуем нашим пациентам молодым, которые ведут активный образ жизни, которые хотят сохранить эякуляцию, это новое малоинвазивное вмешательство, по сути такая процедура одного дня, это резюм, паровая абляция предстательной железы, когда мы через естественное отверстие, то есть через уретру, вводим специальную ручку и вводим иглой пар под давлением в предстательную железу, несколько инъекций, и простата уменьшается до нормальных значений за 3 месяца. То есть мы после процедуры катетеризируем пациента на несколько дней, отпускаем его в этот же день домой и следим за его состоянием, за объемом предстательной железы в течение 3 месяцев. И она уменьшается значительно. Ну, это американская технология, Boston Scientific, да, используется в некоторых клиниках Санкт-Петербурга, но мы, по-моему, одна из первых частных клиник, которая получила этот прибор, внедрила, и мы на сегодняшний день провели уже больше 200 таких процедур с 2024 года. С возрастом и у женщин возникают проблемы – недержание мочи. Это заболевание негативно влияет на человека. Нарушение качества жизни приводит к возникновению стрессовых ситуаций и социальной дезадаптации. По статистике, недержание мочи страдают 40% женщин. Симптомы развития заболевания чаще всего появляются после 40 лет. И главная проблема, с которой приходят женщины к урологу в данном случае, это как раз подтекание мочи. Это подтекание мочи может быть сильно выражено, слабее выражено. Все зависит от, конечно, в большей степени от внутрибрюшного давления, которое создается самой пациенткой. А внутрибрюшное давление – это вес. Чаще всего, конечно, страдают женщины с избыточной массой тела. Это да. Причины возникновения этой проблемы почти те же, что и у мужчин. То есть с возрастом меняется гормональный фон, женщина входит в менопаузу более активно, чем мужчина, и развивается слабость мышц, удерживающих мочу. Вот, саркопения так называемая. Но в наше время есть и препараты МХ-линолитики, которые помогают увеличить объем мочевого пузыря и справиться с этой проблемой. Но более эффективной все-таки методикой является установка поддерживающей сетки. Сетка, поддерживающая мочеиспускательный канал женщин, препятствующая таким образом подтеканию мочи избыточному, особенно при кашле, чихании или, что сейчас стало модным, во время занятий спортом. Как правило, женщины приходят сюда из фитнесов ко мне с просьбой, чтобы как-то это устранить, иначе им не очень комфортно себя чувствуют в коллективе. То есть это хирургическое вмешательство? Это хирургическое вмешательство, но тоже не требующее длительного пребывания там в стационаре, операция одного дня, восстановление в течение 2 недель. Женщина, в принципе, как правило, это без отрыва от работы делает. То есть в большинстве случаев это операция выходного дня, я их называю. То есть они приходят в пятницу, мы делаем, и к понедельнику идет на работу уже спокойно. То есть одного раза достаточно и на всю жизнь, на оставшуюся жизнь? Да. Опять-таки правильно подобранные пациентки, конечно. Есть пациентки с истинной гиперактивностью мочевого пузыря, которые лечатся консервативно приемом препаратов. Здесь не требуется операция, здесь мы и препаратами можем помочь. Но, наверное, все-таки 70% это требуется установки сеточки, удерживающей мочеиспускательный канал. Вот такая вот тоже есть у нас история, и это мы тоже развиваем больше, чем где-либо.
здесь в нашей клинике. Наверное, главный показатель успешности клиники – это количество пациентов. Наши съемки затянулись до позднего вечера, но даже в это время пациентов здесь было немало. Стоит отметить, что в клинику приезжает большое количество пациентов из Абхазии. Конечно же, их проводником становится наша соотечественница Эка Гварамия. Бывает очень много, да, приезжают и не только в пластическую хирургию, да, но и, конечно, на обследование, да, и они понимают, что в одной клинике можно получить все, сразу все, не выходя никуда. Ну, я полагаю, что вы являетесь проводником, да? Да, вы в этом оказываете участие. Да, есть Так. такое, и они уверены в том, что даже если в пластическую хирургию приходят, что это остается между мной и пациентом, да, и что об этом никто не узнает, и мы держим связь, поддерживаем. Пластическая хирургия занимается не только коррекцией внешности и возрастными изменениями, но и решением проблем, связанных со здоровьем. Существует немало врожденных особенностей или обусловленных травмой изменений в теле, которые могут крайне негативно сказываться на качестве жизни человека, но их можно исправить при помощи операции. Однако некоторые пациенты не понимают всю серьезность данных операций и воспринимают это как визит к косметологу. Нужно понимать, что пластическая хирургия – это полноценная операция с возможными осложнениями. Так как подобрать квалифицированную клинику? Я, знаете, как говорю своим пациентам? Когда я вижу, что это его первое такое посещение, и он сомневается, не уверен, не понимает, я говорю всегда: вот тут, в сердце, да, вы должны почувствовать, выбрать, куда, зачем и почему вы идете. Однозначно, конечно, клиника должна иметь лицензию для проведения, да, пластических операций. Обязательно спрашивать про отделение реанимации и переливание крови. Тут много нюансов, но пациент должен посетить несколько врачей, клиник, чтобы принять правильное решение. Не так вот, ну, ко мне большинство пациентов приходят вот там, как сарафанное радио, да, подруга сделала, либо очень много косметологов, у меня тоже пациентов, которые направляют ко мне девочек, да, и мы делаем для этого все, чтобы пациент был обследован. Даже если пациент идет под местной анестезией, все должно быть. Даже если блефаропластика, пациенты удивляются, зачем мне консультация офтальмолога. Она нужна, да, чтобы не было никаких процессов воспалительных, да, там, в области глазного яблока. И поэтому, когда ты идешь смело, понимаешь, что противопоказаний нет, вернее, никаких, то ты тогда не волнуешься за своего пациента. Во время пластических операций Эке Юрьевне ассистирует врач-отоларинголог Махач Сайгид Магомедов. Это давно уже слаженная команда, они дополняют друг друга во время хирургического вмешательства, поэтому совместные операции проходят всегда успешно. С Экой Юрьевной я уже знаком давно, работали в разных клиниках вместе. Ну, как человек, очень хорошее, только положительные качества. Могу еще сказать, работать с Экой Юрьевной одно удовольствие. Многое зависит от операции, какая операция должна быть выполнена там, да, потому что лор-орган это хроническая инфекция, постоянно может быть какая-то сидит хроническая инфекция. Это, во-первых, это миндальные, это наши пазухи, это полость носа. Вот, поэтому если какие-то операции там на лице, также грудь чаще всего тоже выполняется, да. Если есть какая-то проблема с лор-органами, желательно, конечно, проконсультироваться, дообследоваться, потому что часто бывают и осложнения. В основном это лицо, фейс, выполнение там. На блефаропластике да, чаще всего бывают осложнения, связанные с тем, что хроническая инфекция есть миндальная. Поэтому рекомендую пациентам обязательно пройти углубленное обследование на лор-органов, там те же самые посевы, мазочки сдать, посмотреть, есть какие-то инфекции в горле или нет. И если есть проблема с лор-органами, то тогда сперва решить эти проблемы и после этого уже идти на операцию, так как пластическая операция у нас плановая операция, это не экстренная, поэтому красота
кислота должна быть правильной. Поэтому сперва обследование. Эка Гварамия почти 30 лет уже живет в Санкт-Петербурге. Приехала сюда с документом формы номер 9 из блокадной Абхазии и благодаря трудолюбию и целеустремленности добилась на своем поприще успехов. Конечно, ее всегда поддерживали родители, которые оставили Тхуарчал и переехали в Питер, пока дети не встали на ноги. Стоит отметить, что единственная дочь Эки Юрьевны, которая родилась в Петербурге, с 9 класса решила переехать к бабушке в Тхуарчал. Она уже закончила школу там и поступила в Абхазский государственный университет на экономический факультет. Родители не стали отговаривать и приняли ее решение. «Так я буду ближе к своему родному городу», — говорит Эка. Что для меня родина? Это, знаете, папа всегда так говорил, что был период, когда мы закончили, что надо уезжать. Где родился, там и пригодился. Но скажу, не лукавя, Россия — это моя вторая родина. Я же говорю, тут все становление мое хорошее, плохое, или не знаю что, это мой дом, тоже второй дом. Но когда я приезжаю туда, что-то такое магическое происходит, я мечтаю об одном, лишь приехать и просто лечь спать. Я могу спать 2 дня. И меня все спрашивают, почему ты это делаешь. И тут наверное, такое воспоминание детства, потому что я не готова была в 17 лет оказаться далеко. И родина — это, конечно, все. Это как, это семья, да, но ты постоянно, это, знаете, когда боль не погасишь, да, и такая затихает. И когда ты понимаешь главное, что все живы, здоровы, вот что важно, да, есть мир, небо чистое над головой. И что нужно? Я смирилась с этим, и все хорошо. Не буду гневить Бога, там, Всевышнего, я не знаю, да, какие-то силы, но все, что есть, слава Богу, я очень счастлива, и я могу в любой момент, да, по крайней мере, сегодня есть связь, что можно позвонить. Для меня было таким болезненным отъезд родителей, да, когда ты не готов столько лет прожить вместе, но было сложно. Самый долгожданный и любимый праздник доктора Эки Гварамия – это, конечно же, Рождество. Несмотря на то, что петербургские дни короткие и серые, этот праздник все равно самый светлый. Во время ожидания праздника город на Неве превращается в настоящую сказку. Украшенные гирляндами и рождественскими огоньками улицы, нарядные елочки, красивые витрины магазинов помогают забыть про ежедневные хлопоты и окунуться в атмосферу праздника. И, конечно же, Эка Юрьевна обязательно свяжется со своими родными в далекой Абхазии. Я тоже вас лично поздравляю с наступающим годом и, конечно же, всех своих земляков, жителей. А я, главное, желаю, знаете, в душе гармонии, красоты. Я человек-эстет, да, и я хочу, чтобы, я всегда говорю, что главное, когда ты любишь, и нужно не останавливаться, неважно, кого любить, да вообще жизнь любить окружающих, не знаю, сосед, кто бы ни был, тот листик зеленый, который он есть, да, и не останавливаться на достигнутом, ну что важно, конечно, здоровье, много денег, без денег, к сожалению, ничего не сделать, да, ну и хочу пожелать, чтобы любили, творили и мечтали всегда. В программе «Пациент» мы и впредь будем рассказывать вам о наших соотечественниках, которые работают за пределами страны. По мере возможности будем показывать работу других клиник. Постараемся, так сказать, расширять границы и информировать о новых и современных методиках в медицине. Ну а я поздравляю вас с Рождеством. Пусть в вашей жизни будет много чудес. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!